Всем ингушским сказочникам, которые сочиняют сказки про свой народ, это видео я посвящаю вам. В отличие от вас, мы, чеченцы, не выдумываем себе героев. У нас их хватит на весь ингушский народ, да и на каждый из Кавказа. Чеченский народ знают в каждом уголке мира как настоящих мужчин и воинов. Отличие от вас, ингушей, которых за границей Кавказа никто не знает. Мы даем зеленый свет, вперед! Сочиняйте дальше свои нелепые сказки, а мы будем говорить о реальной истории нашего народа. Всем приятного просмотра! Разговаривая с чеченцами, я понимал, что и они тоже знали, что война будет, что ее не избежать. В самом воздухе ощущалась надвигающаяся трагедия, и я сочувствовал этим людям. В первую войну в их сопротивлении было что-то героическое. Они противостояли сопернику, во много раз превосходящему их собственные силы. Их прямо-таки несокрушимый моральный дух впечатлял. Но они и выиграли ту войну. Они выкарабкались из почти безнадежного положения, вытеснили русских из Грозного и вынудили их уйти. Это было просто невероятно. Ну, для каждого народа, особенно для маленького, очень важен каждый гений. Вот каждый человек, который, вообще чеченцы войдут, если в какую-то всемирную историю, там, 10 веков спустя, они войдут только тем, что они отстояли свою страну, да? Они победили гигантскую империю. Они сражались, они выстояли. Это же неимоверное дело. Вот мы были свидетелем той войны, когда произошло просто потрясающее чудо. Вот как показалось, что человек, стоя на родной земле, может совершать просто гигантские поступки. Это не выдуманные 300 спартанцев, да, которые миф неизвестно откуда взялся. Это реальная история. Абрек – это чеченское слово, которое впервые вошло в русский язык со времени русско-кавказской войны. Что мы чистокровные такие люди, и нашу историю хотят себе взять. Иншаллах, у них ничего не получится. Кавказ в то время походил на огромное лоскутное одеяло, сотканное из множества ханств, княжеств, султанатов. Был даже пашалык во главе с анапским пашой. Если с этими микрогосударствами русские научились кое-как управляться, то Чечня всегда оставалась для них неуязвимой. Она не была феодальной вотчиной. Она была вольным обществом. Вольным. И невозможно было усмирить холопов, подкупив их князя, потому что в Чечне не было князей, и не было холопов. И нельзя было увенчать пирамиду власти своим ставленником, убив прежнего хана, потому что в Чечне не было хана и не было пирамиды власти. Чечня с ее родовым строем, словно примитивный механизм, имела единственный рычаг управления – совет старейшин. Этим бы рычагом, да еще уметь бы манипулировать. Ермоловские генералы было взялись и тут же свернули его в бараний рог. Генерал-лейтенант Лисаневич, командующий войсками Кавказской линии, генерал-майор Греков, первый комендант крепости Грозной. Летом 1825-го здесь, в селении Герзель-Аул, оба генерала были убиты.
во время встречи с советом старейшин. Их зарезал кинжалом чеченский мулла. Он не пожелал выслушивать, как два чужестранца в лицо называют почтенных старцев изменниками, сволочью и зверьем. В той встрече принимало участие 318 человек. Живым из Гюзель-аула не вышел